В отжиманиях ему нет равных. 2 мировых рекорда установил 6-летний Ибрагим Ильянов. Результат зафиксирован в Книге рекордов России. Уже второй год подряд Республика Ингушетия в официальном докладе Министерства природы России обозначается как субъект, оказывающий наименьший экологический вред в стране. Реализация нацпроекта «Экология» в приоритете. В Магасе прошла коллегия Минприроды с вручением ключей от спецтехники. Нужно подготовить к работе пляж для того, чтобы дети могли купаться и быть в безопасности. Подготовить столовую. Свежий воздух, легкий бриз и шикарный вид на Черное море. Детский лагерь в Евпатории меняет свой облик. О возрождении пионера в выпуске. Обработка почвы, проверенная временем, как залог богатого урожая. На полях ГУПа «Насыркорд» приступили к культивации озимых культур. Змеи любят быть вблизи водоемов. Повышенная влажность и высокая трава – лучшее место для пресмыкающихся. Предупрежден, значит вооружен. В регионе наблюдается активизация змей. Опасны ли они, расскажем и покажем. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. 3720 отжиманий за 2 часа и 4445 за один подход. Сразу 2 мировых рекорда установил 6-летний Ибрагим Ильянов. Об уникальных способностях ингушского богатыря мир узнал в мае этого года. А сегодня специально, чтобы зафиксировать мировой рекорд, в Ингушетию приехал главный эксперт Книги рекордов России категории «Фитнес» Андрей Лобков. Церемония фиксации столь важного достижения состоялась в главной достопримечательности Магаса в башне Согласия. Зафиксировав официально свой рекорд, Ибрагим обошел своего оппонента Рахима Куриева из Чечни. Репортаж Микаэла Тангиева. Вот он, герой сегодняшнего дня, который осчастливил своим достижением не только всю республику, но и страну. 6-летний Ибрагим Ильянов официально установил 2 новых мировых рекорда по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее количество отжиманий за 2 часа. Десятки людей собрались на площади Алания в Магасе, чтобы чествовать нового рекордсмена. Таких оваций за спортивные успехи у нас не было со времен победы Хасана Халмурзаева. Почти 2,5 часа Ибрагим провел, отжимаясь от пола и при этом соблюдая четкую технику выполнения отжиманий. Об усталости даже речи не шло. Под волнующие взгляды собравшихся парень раз за разом шел на очередное повторение, хотя казалось, что силы уже на исходе. Лишь с небольшими перерывами на то, чтобы отдышаться, спустя 1 час и 40 минут он побил первый мировой рекорд. А спустя еще час юное дарование наградили сразу 2 почетными сертификатами Книги рекордов России. Хотим поздравить юного спортсмена Ибрагима с установлением 2 мировых рекордов, одним из которых стало наибольшее количество отжиманий от пола за 2 часа. И равняется он 3720 повторениям. Это мировой рекорд, друзья! И это еще не все. Второй рекорд называется наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире мальчиками 6 лет. С результатом 4445 повторений, объявляю официально. С самого детства тренером Ибрагима стал его родной отец Тимур Ильянов, который и привел ему любовь к спорту. С 5 лет юный крепыш отжимается 6 дней в неделю. Сейчас Ибрагим тренируется в родном Фоке. И по словам отца, секрет таких невероятных возможностей кроется в правильном питании и постоянных физических занятиях. Те отжимания, которые он сегодня сделал, я уверен был, что эти отжимания он сделает. Он мог бы намного больше, он просто простудился. И день-два у него температура была. Поэтому чуть-чуть в этом сомневался. А так, если не был бы простуден, то сделал бы намного больше. Демонстрируя невероятную силу воли и просто запредельную выносливость, Ибрагим Ильянов стал настоящим открытием для всех, кто хоть краем уха слышал об этом юном даровании. Все, кто собрался возле башни Согласия, разделяют радость и гордость отца. Отмечают, что сегодня Ибрагим подарил праздник каждому из них.
ناخ ديز دوز ناخ بيرش تي حد سويو أجمع جو ألش ناخ بيرش حد بيتصغر بيرش ديح بيرش كويوت بيرش دق تحدي أنا أجمع نيغر تجوا وين ناخ وي والله شت تجوا ديك حمد جت تجوا ديك حمد تجوا ناخ ديك خيتش حمد اسحم да, это бахалцен. Узнал, что такое мероприятие проводится в Ингушетии, именно в Ингушетии, самой молодой республике России. Конечно, в Питере такие мероприятия часто бывают, но знаменательно то, что это вот нашей республике, вот именно первый раз, именно на таком высоком, как бы сказать, уровне выходят наши ребята. Это будет достойный пример для подражания и для продолжения нашей традиции. Ведь ингуши всегда были впереди. В республике и за ее пределами о нем узнали после участия в детской спортивной эстафете, организованной спортклубом «Чингис». В то время как его соперники отжимались максимум по 500-600 раз, юного участника из Нового Реданта пришлось останавливать уже после 1500 отжиманий, вспоминает директор спортклуба. Я его остановил, сказал, не теряй силы, давай повторим это еще раз при камерах. Потом приехали официальные СМИ, и он сделал 5555 раз. И я тогда его тоже остановил. Уже захотелось устанавливать рекорды, если может, почему нет. И мы ему сказали, сделай сейчас один раз, ты же многое время это делаешь, и больше тебе не надо будет это делать. Давай поставим точку, мы так пообщались с ним, поговорили. И он сказал, я сделаю все. Несколько недель назад Ибрагим в прямом эфире достиг магической цифры из 4 пятерок и отжался 5555 раз. И уже тогда было решено зафиксировать его рекорды официально, что и сделал главный эксперт книги рекордов России категории «Фитнес» Андрей Лобков, который лично отсчитывал каждое повторение нажатиями на счетчик. В процессе выполнения отжиманий нельзя было отрывать, ну, так сказать, конечности, точки опоры. Ладони, соответственно, стопы. Вот. То, что касается данного регламента, он был соблюден на все 100%. Абсолютно. То есть каких-либо нарушений, даже маленьких, выявлено не было. Поэтому единственное, что это та энергия, те эмоции, которые, честно говоря, даже вот мы как эксперты испытываем. Их не передать словами. К слову, одними сертификатами тут не ограничились. От лица президента спортивного клуба «Чингис» Магомеда Али Евлоева Ибрагиму Ульянову вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Магасе. Президент клуба Евлоев Махмед Ала. Теперь можно и отдохнуть. За один день Ибрагим стал любимчиком даже для тех, кто никак не связан со спортом. На то они и рекорды, чтобы их побивать. Поэтому, возможно, уже в скором времени мы вновь услышим о новой покоренной им вершине. Микаэл Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. С рекордсменом встретился глава Ингушетии. Вручая подарки юному воспитаннику спортивного клуба «Чингис», Юнусбек Евкуров отметил, цитата, «На тебя должны равняться не только твои ровесники, но и взрослые. Ты показал хорошую физическую подготовку, силу духа и волю к победе. Желаю тебе больших успехов, а мы, в свою очередь, всегда готовы поддержать тебя», сказал Евкуров. К дисциплинарному отношению к ежедневным тренировкам маленького уроженца села Новый Редант приучил его отец Тимур, бывший полицейский, который сам всю жизнь занимается спортом. По его словам, Ибрагим тренируется 6 раз в неделю с 5 лет. В дни занятий в секции вольной борьбы, которой ребенок занимается с недавних пор, он отжимается по 4200 раз. В остальные дни по 6300 раз. Поздравляем юного спортсмена с высоким показателем в спорте. А ингушским экологам глава республики Юнусбек Евкуров сегодня вручил ключи от 11 специальных машин. В Магасе состоялась итоговая коллегия Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды. На встрече подвели итоги деятельности Минприроды, поставили задачи на ближайшую перспективу с особым упором на реализацию нацпроекта «Экология». Подробности у Жаредат Халухоевой. Их работа – быть хранителями природы. Ежедневно они трудятся над ее чистотой, будь то леса, реки или просто улицы. Сегодня принципиальные позиции экологов подкрепляют современным автомобильным оснащением. 11 долгожданных ключей от специализированной лесопатрульной техники вручают специалистам Минприроды, а также подведомственных ему учреждений. Баркинхоев Адам. Для получения ключей от малого лесопатрульного комплекса, который незаменим для тушения
ландшафтных пожаров. Автомобиль, предназначенный для бездорожья ГАЗ «Вепрь», 5 вседорожников малого класса «Лада» и универсальный лесопожарный модуль на базе МТЗ-82. Благодаря такому оснащению труднодоступных мест для специалистов практически не будет, а малый лесопатрульный комплекс, который просто незаменим для тушения ландшафтных пожаров, поможет быстро ликвидировать небольшие очаги возгорания, либо сдержать огонь до прибытия основных сил. Все это стало доступно благодаря реализации федерального проекта сохранения лесов и участия республики в нацпроекте «Экология» при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Технику мы несколько раз ездили с министром Бабхоевым Магомедом, договаривались, обговаривали, и процесс поставки техники уже пошел. Надеюсь, что наши договоренности будут выполнены, навстречу пойдут, и в последующем нехватка оборудования, материально-технических средств, они будут восполнены, заполнены. Единственное, что от вас требуется, это, конечно, улучшить качество работы. Потому что до сих пор и дальше это должно быть в разы лучше. Я надеюсь, что техника попадет в надежные руки, она будет использоваться только для того, чтобы выполнять те задачи, которые перед нами всеми стоят. Глава республики сказал о технике, но я хочу сказать, что без людей никакая техника не справится ни с какими задачами. Вот вы сейчас в форме уже, это тоже признак того, что ваш статус, ваше, может быть, внутреннее ощущение своей роли в природоохранной работе тоже повышается. Очень важно, как население вас воспринимает. Я слежу за работой в соцсетях, слежу за министром, круглосуточно которого нет ни на телефоне, ни на рабочем месте. Вот это все влияет на молодежь, на детей. Они все сегодня в телефонах, в интернете. Очень важно, как вас и нас тоже, все, кто занимается вопросами экологии, воспринимает население. Мы сопровождаем нацпроект «Экология», и наше отделение, которое у вас здесь тоже эффективно работает, этой работой занимается, приземляет нацпроект «Экология». Мы помогаем эту работу осуществлять, и запланирован уже ряд мероприятий по тому, как нацпроект «Экология» здесь грамотно приземлить, грамотно сделать так, чтобы все задачи решались. Первый этап оснащения лесопатрульной и лесопожарной спецтехникой завершен на 90%. Проектом предусмотрено в течение 3 лет обеспечить специализированные центры необходимой техникой, которая повысит качество лесного надзора и охраны республики. Тем временем лесничие уже осваивают новый транспорт. Машины осмотрели, которые нам предоставили, вполне очень даже рады этой технике, потому что давно уже на балансе, за мои 6 лет, которые я работаю, в Сунжинском лесничестве отсутствует транспорт. Вот сегодня благополучно транспорт был вручен. Думаю, с завтрашнего дня уже будем патрулировать на новых машинах, на новой технике. Будем работать дальше. Также эффективно, также, как вам сказать, неустанно. Помимо безопасности лесов станет эффективнее борьба за соблюдение экочистоты в городах и селах. Арсенал спецтехники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами экосистема тоже пополнился 4 мусоровозами. Машины классные делают. Организация у нас молодая, техники не хватало. Мы рады, как говорится. Недоделки, хамаш 20 ход мучит. Организация молодая по-любому. Но кто ничего не делает, тот не ошибается. Ну ничего, еще есть одна мудрая пословица: терпение и труд все перетрут. Так что постараемся почистить, очистить, зачистить нашу Ингушетию. Ту технику, которую мы сейчас видим, на момент, когда собирались эти 3 органа, даже вот в комитете лесного хозяйства практически не было техники нормальной. Старая вся техника стояла. Сегодня мы видим новые машины, это только на 1-й год. Также мы на каждый год по 14 миллионов нам будет выделяться на покупку машин, и дополнительно еще средства будут выделяться на приобретение техники. Это очень хорошо. Во всяком случае, у нас не просто вот это лесопатрульная техника, лесопожарная техника, которую мы видим, там такое количество оборудования внутри стоит. На все случаи жизни, если пожар, то все у нас есть под рукой.
Сфера экологии, учитывая стремительно возрастающую активность вопросов охраны окружающей среды, определена в качестве одного из основных направлений стратегического развития России на период до 2025 года. Большая работа, направленная на улучшение экологического благосостояния региона, была проделана в 2018 году. Об этом, начиная итоговую коллегию, в своем докладе рассказал министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Бабхоев. В отчетном периоде республика достигла результатов, таких как третья подряд победа республики в крупнейшей экологической акции в стране «Вода России». Это 3 года подряд республика заняла первое место. Лидирующая позиция во всех всероссийских субботниках, такие как «Зеленая весна», «Зеленая Россия». Уже 2-й год подряд республика Ингушетия в официальном докладе Министерства природы России обозначается как субъект, оказывающий наименьший экологический вред в стране. С начала года основной акцент Минприроды сделали на оборот отходов и ликвидацию несанкционированных свалок. Это ликвидация у нас крупных свалок города Назрани, сельского поселения Нестеровское, площади которых составляет 10 и 9 гектаров соответственно. В результате мероприятия улучшится условия проживания 150 тысяч человек. На обоих объектах работа уже активно ведется. В Нестеровской уже вывезен 60% объема отходов, начаты работы и в городе Назрань. В 2020-2021 году планируется ликвидировать также свалки города Малгобек и города Карабулак. Реализация этих мероприятий улучшит условия проживания 226 тысяч человек. Цель нацпроекта «Экология» – изменить воздействие на окружающую среду. Проект предполагает 10 направлений, в которых должны произойти существенные изменения. Чистый воздух, чистая вода. Туда, конечно, входит и новая система обращения с самыми разными отходами. Сейчас их сортируют. Масштабная реформа, значимость которой понимают не только взрослые, но и самые юные натуралисты. Как начнут швырять вверху в космос из ракеты банки, склянки, шелуху и рваные пакеты, вот тогда они полетят в Новый год снежинки, а посыплются как град старые ботинки. В первую очередь нужно нашу природу беречь. Нельзя выбрасывать разные ненужные платки, например. Все это нашу воду загрязняет и сушу. Не хотелось бы, чтобы такое продвигалось. А после Юнусбек Евкуров вручила отличившимся сотрудникам министерства благодарственные грамоты. Жарадат Хулухоева, Магомед Аскиев, Новости 24. В ходе реализации в Ингушетии пилотного проекта Фонда социального страхования России «Прямые выплаты», который был запущен в республике 1 января 2019 года, всего произведено 13 400 выплат пособий более 7 тысячам застрахованным лицам. Об этом главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову доложил руководитель регионального управления фонда Руслан Дахкильгов. Он подчеркнул, что в региональном отделении Фонда социального страхования России всего зарегистрировано 58 426 человек. Из них 158 работающие инвалиды, 440 люди, выполняющие работу с вредными и опасными производственными факторами. В ходе встречи Юнусбек Евкуров также дал некоторые рекомендации относительно улучшения показателей деятельности регионального ведомства. По мнению главы Ингушетии, необходимо наладить работу так, чтобы граждане могли на дому получать средства технической реабилитации, а также организовать открытый доступ всех каналов социальных сетей для обращения граждан. 1 миллиард 222 миллиона 832 тысячи – это дотация из Централизованного резерва фонда социального страхования Российской Федерации. Собственные страховые взносы, которые планируются, это 136 миллионов. На сегодняшний день поступило 305 миллионов, из них исполнение составляет 22,5%. Расходы у нас составили за этот период 214 миллионов. Направлены они на обеспечение страховых выплат, обеспечение социального пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплату компенсаций льготным гражданам, которые у нас стоят в очереди на обеспечение техническими средствами реабилитации, но которые приобрели сами технические средства, им выплачивается компенсация. Есть такой механизм.
Далее у нас еще стоит на обеспечении, мы выплачиваем страховые выплаты 529 человек у нас находится по 356 личным учетным делам. Из них по потере кормильца 144 человека, в связи с профзаболеванием 23 человека, остальные в связи с несчастным случаем на производстве. Вот такая ситуация. Выплачено 38 миллионов по этому направлению. Многие люди работают там уже за пенсионным возрастом, там тоже чувство надо брать, молодежи надо дать дорогу. Сами штатки не должны сокращаться. То, что вы кого-то сократите за то, что он ушел на пенсию, на его месте возьмете молодого человека, это радует, это будет хорошо, это радует. И второе, вот здесь разберитесь, не дали цифры, сколько денег, сколько доходов, сколько расходов, сколько остатков, какие выплачиваются там или выплачены. Но при этом у меня здесь нет таблицы общей по стране, по округу, то есть где республика находится. Анализ. Да, анализ, да. Занятых на опасных производственных предприятиях. Там 440 человек. Здесь разберитесь. Если, например, я, как глава республики, но не вижу здесь таких опасных таких направлений, которые где-то эти люди могли бы работать. Вы по всем получателям разберитесь. Потому что у нас довольно серьезная тема, в том числе с теми, кто получает довольно серьезные средства. И пока мы здесь порядок не наведем и по линии пенсионного фонда, и по линии Минтруда, и по линии фонда социального страхования, по линии ХТЭКа, которая получает инвалидность. У нас есть семьи, где довольно здоровые все люди получают инвалидность, и они не хотят идти на работу даже в те же предприятия, которые мы сегодня строим. И условия работодателя выдвигают так: вы нас на работу не фиксируете, вы нам просто конвертные деньги платите, потому что если они пойдут на работу, то с них снимаете вот эти льготы. Им сегодня людям легче получать льготы, чем идти куда-то на работу. Поэтому здесь обращаю на это внимание и как срок давайте так, до 30 числа мне предварительно подготовить там справочку по этому вопросу. Хорошо? Ну и с учетом того, что там новый руководитель, определенную реформу там проведите внутри коллектива. Потому что есть те, которые устоявшиеся сидят. Это тоже хорошо, когда есть опытные люди, которые работают. Но аттестацию надо все-таки провести. Чистое море, теплые солнечные лучи, свежий воздух, невероятные приключения и, конечно же, занимательные программы. Это лишь малая часть всего, что ждет детей в Евпатории. Какой отдых для ребенка может быть лучше, чем детский лагерь «Пионер» на берегу Черного моря? Детская здравница, переданная Ингушетии руководством Крыма, подвергается масштабной реконструкции. В преображение и возрождение лагеря инвестор вкладывает немалые средства. Из Крыма репортаж Индиры Манкиевой. Море, солнце, пляжи, безудержное веселье. Примерно такой отдых ожидает ребят, которые приедут на лето в крымский лагерь «Пионер». На сегодняшний день в усиленном режиме ведутся работы по реконструкции объекта. Работы по реконструкции данного корпуса начали всего лишь 2 месяца назад. Рабочие уже успели закончить как внутренние работы, так и внешние. Сейчас, как говорится, наводят последние штрихи, проводят уборку и устанавливают мебель. Работы по фасадной части первого корпуса на данный момент провели работы, то есть стены почищены, загрунтованы, пораженные места в виде впадин полностью замазаны. В готовом виде здание будет выглядеть вот таким образом. Наносится фактурная декоративная шпаклевка. Спальный корпус практически уже готов. За один заезд лагерь сможет вместить 190 детей. Номера предусмотрены разные, большие и маленькие. В каждой комнате сделан капитальный ремонт. Завезена новая мебель, установлены кондиционеры, полностью обновлены и ванные комнаты. Этот номер большой, это комплектация под 4 человек. Здесь у нас 4 кровати, 3 в том номере и 1 в этом. 4 тумбочки у нас находятся здесь. Да, подклеенные обои. Лагерь «Пионер» расположен на огромной территории одного из самых живописных уголков нашей страны – Крымского полуострова. На более 10 гектарах земли располагаются несколько спальных корпусов, открытый кинотеатр, большая столовая, библиотека и игровые площадки. Словом, здесь предусмотрено абсолютно все для приятного и полезного времяпрепровождения. Ну а раскинувшееся буквально в 2 шагах Черное море и песчаный берег и вовсе не оставят никого равнодушным.
Работы по благоустройству лагеря не прекращаются ни на минуту. Сегодня инвестор взялся за один спальный корпус, столовую и двор. Рабочие даже вспоминать не хотят, в каком состоянии находился этот курорт, когда они только приступили к работе. Ведь в заброшенном состоянии он простоял почти 6 лет. Здесь была пустошь, развалины, все корпуса были обшарпаны, обвалены везде. Не было ни воды, ни света. Сегодня уже здесь осталось некоторые недоделки устранить, и этот корпус можно полностью считать сданным. Все работы уже завершаются. За такой короткий срок здесь выполнили огромный фронт работ. Пришлось заново прокладывать все коммуникации. Сегодня в лагерь будто вдохнули вторую жизнь. Водопровод наладить, отопление полностью восстановить, сантехник, сантехник запустить, каждый комнату запустить, канализацию наладили, сантехника все есть. Все работает. Если взять дворовую территорию, то раньше невозможно было не пройти, не проехать. Рабочей группе пришлось очищать территорию, срубая весь разросшийся лес и днем, и ночью. Вот отсюда вот везде были сплошные заросли. Вот когда мы проходили, тут где-то лет 6, как местно говорят, здесь никого не было. Запустение было полностью. Мы начали с того, что начали делать проезды и приводить в порядок вот эту вот чашебу. Столько деревьев здесь косили, ребята работали 5 часов утра, начинали работать и до темна работали. Были первое время и дожди были, даже под дождем работали. После открытия молодежный лагерь «Пионер» планируется сделать круглогодичным. Чтобы дети не пропускали образовательный процесс, здесь будет предусмотрен педагогический состав. На сегодняшний день уже подготовлен регламент воспитательно-оздоровительного процесса, разработана программа отдыха и образования. Будут проводиться различные кружки по разным направлениям. Одним словом, занятия по душе здесь найдет каждый. Нужно подготовить к работе пляж для того, чтобы дети могли купаться и быть в безопасности. Подготовить столовую очень важно для того, чтобы дети могли получать полноценное питание с фруктами и 4-разовое как минимум. В дальнейшем готовим кружки всевозможные для того, чтобы могли развиваться и получать какие-то знания круглый год. Обязательно круглый год. Нужна будет школа для того, чтобы образовательная база присутствовала в лагере. Местные жители помнят те времена, когда сюда приезжали на отдых со всех уголков страны. С удовольствием проводили лето здесь и местные дети. Новость о восстановлении санатория приняли на ура, ведь это будет способствовать развитию туризма и привлечению туристов в регион. Дай Бог, чтобы он работал не только одним летом, а только круглый год. Потому что помимо, как говорится, одного лета, когда, конечно же, есть более понятно, преимущество в этом больше, есть еще зима. И зимой у нас влажность хорошая, воздух хороший, климат вообще прекрасный, я считаю. Напомню, что соглашение о передаче нашей республики детского лагеря подписано в прошлом году на инвестиционном форуме в Сочи главой Ингушетии и Крыма Юнузбеком Евкуровым и Сергеем Аксеновым. Индира Манкиева, Новости 24. Минздрав России планирует изменить правила прохождения диспансеризации. На медосмотр будет отведен один рабочий день. Напомним, с 6 мая 2019 года действует обновленный порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Им увеличена периодичность проведения медосмотров. Теперь они должны проходить ежегодно, а также установлена периодичность проведения диспансеризации в зависимости от возраста гражданина. Раз в 3 года для граждан от 18 до 39 лет, ежегодно от 40 лет. Без возможности пронесения шпаргалок с расчетом лишь на удачу и собственные знания. Более 200 ингушских школьников сегодня сдавали ЕГЭ по обществознанию. В пункте приема в 11-й школе Насыркорта все было как всегда. Сдача гаджетов, камеры фиксации и строгий глаз наблюдателей. Подробности в материале нашего корреспондента. До начала экзамена менее получаса. Участников тщательно проверяют перед входом в аудиторию. На этот раз ребята сдают обществознание, и каждый из них надеется на проходной балл для выбранного вуза. А на улице их поддерживают родные и близкие.
جبيرج حاردال خجبة تبقس خفدر داتسان دال إحتو وقب بصر دال خص إحتو بيان خص داين خص حاربل الشيمل بولنانو دي ترغي يجمي بيبيت صبر دي شابع بر دي شابع إزدابع عندي إيبر بقير دك بحق بصر. Заявленное количество участников на экзамен по региону 226 человек. ЕГЭ проходит в 6 пунктах. В Киме 29 заданий, на их решение дается 3,5 часа. Выполнить их не составит труда, если знаешь простые азы современного общества нашей страны, подмечает Магомед Евлоев. Сам усердно готовился, планирует отучиться на юриста. Подготовка ЕГЭ прошла успешно. Занимались, алхамдулилля, с репетитором. Вроде все замечало, все задания выучил, готовился день и ночь, иншаллах. Иншаллах, поступлю в адвокат. Человек и общество, экономика, право и политика. Чтобы заполучить заветные баллы, необходимо быть подкованным в таких темах. Обществознание – предмет сам по себе нелегкий, но участники делятся, что самым сложным заданием является эссе. За него и баллы самые высокие – 20 из 100. Там очень сложно. Там некоторые вопросы очень сложные, и я желаю им удачи. Волнуешься? Немного. В ЕГЭ с каждым годом вносят изменения. Если раньше для выпускников было очень сложно адаптироваться и волнение мешало сконцентрироваться на заданиях, сейчас организаторы подмечают спад дискомфорта. Экзаменуемые уже не чувствуют такого давления со стороны. Вообще видеосистема, которой оснащены наши школы, она очень чувствительна, она реагирует на звук, она реагирует на любое движение. Дети находятся действительно под полным контролем, но эти камеры не мешают нашим ребятам. Они просто наблюдают за правильностью проведения экзамена. И если возникают какие-то спорные вопросы, то данная система позволит этим детям провести апелляцию более точно и более осмысленно и, скажем так, на законных основаниях. Поэтому эта система не столько мешает, сколько даже в некоторых вопросах защищает наших ребят. Не обошлось и без нововведений и в этом году. Поводом послужили нередкие нарушения, как подмен участников. Но в этом году на подобный трюк уже могут не рассчитывать. Камеры с фиксацией личности украшают холл учебных заведений, где проводят ЕГЭ. В этом году впервые Республика Ингушетия участвует в пилотном проекте системы видеонаблюдения. А система видеоаналитики заключается в следующем. На проходе участник должен посмотреть в камеру, которая зафиксирует его, и в случае, если есть подмена участника, то это выявляется еще до того, как участник попадет в аудиторию проведения экзамена. Серьезных нарушений пока нет. Организаторы просят категорически отказаться от попыток пронести шпаргалки и телефоны. При нарушении правил участник может потерять все свои баллы, и пересдать у него получится только в следующем году. Общественные наблюдатели из других регионов также внимательно следят за прозрачностью проведения экзаменов. Организаторы слишком лояльно относятся к детям. Я считаю, что надо быть строже с ними, чтобы они уже ощущали ответственность. Результаты экзамена будут известны после 25 июня. Впереди у сдающих ЕГЭ по биологии и информатике, который пройдет 13 числа. Напомним, что основной период единого госэкзамена в этом году стартовал с 27 мая и продлится до 1 июля. А тот, у кого не получилось сдать сейчас, есть шанс реабилитироваться в сентябре, когда пройдет дополнительный период сдачи. Адам Гулоев, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Тысячи гектаров сельхозугодий ГУПа «Насыркорт» подвергаются тщательной обработке после посева озимых культур. Своевременная культивация играет важную роль в получении высокого урожая. Именно по этому процессу опытные аграрии уделяют особое внимание. Тем более, что работам на полях благоприятствует и погода. Подробности в следующем сюжете. Собрать урожай уже в этом году с более 1000 сотен гектаров озимой пшеницы и ячменя. Задача главная и непростая. Фронт работ начался буквально накануне. За этими землями заботливые аграрии ухаживают не первый год. Это и есть залог хорошего урожая. Но прогнозы делать пока рано. 1230 гектаров. Озимый 250 гектаров гае. 730 гектаров хажгае и сар однолетние травы. Ка ошер дадуже удобрение сададин дарвах ка дикханат ошер шот обработки кен
химпрополки, против грибковых обработки, листовая подкормка ягож с болхобяпах очерка дали андали аздиклат трейрка. 4 единицы тяжелой техники, каждая отвечает за определенный участок земли. Культивация после сева озимых крайне важна, поскольку решает ряд проблем. И хажгейны водно-воздушный баланс сам устою царь. И етир жуадан лят корт даю царь. В этом году в Гупино-Сыркорт надеются собрать до 4 тонн урожая с каждого засеянного гектара пшеницы. Свой вклад для этого аграрии уже внесли. Почву хорошенько обработали, семена только лучшие. А позже пройдет и подкормка удобрениями. Погода, ошер погода, юачин, майбет, юачин ляхтай, изба, чуадики, погода, бчуа благоприятный, ошер. Шатьеха, штыка, адижа, хамцухули, чуадик ляхтай погод, даинич хама. В середине октября здесь начнут собирать урожай кукурузы. До ее полного созревания осталось меньше 4 месяцев. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Предупрежден, значит вооружен. С жарой в Ингушетии активизировались змеи. Излюбленным местом обитания пресмыкающихся, как правило, считаются реки, озера и водоемы. Об опасности и бдительности граждан во время отдыха и прогулок предупреждают специалисты всех компетентных служб. Чем чревата встреча со змеями, как себя вести и стоит ли вообще их бояться, узнаем из сюжета Идриса Ижиева. Период зимовки закончился. Змеи активизировались и заполонили наш регион. Все чаще пресмыкающихся видят вблизи жилых поселков и городов. Уже не первый год биологи отмечают повышение популяции хладнокровных хищников в регионе. В Ингушетии встречаются самые разные виды. В основном их делят на ядовитых и безвредных. Наибольший страх такой человеку внушают не ядовитые змеи. Они по размерам меньше. К примеру, есть те же змеи, полозы, скажем так. Они до 1,80 м крупные. Соответственно, наводят страх чисто по размерам, все такое. Они не ядовитые, поэтому, соответственно, их особо опасаться не приходится. Из-за разного рода стереотипов у людей змеи ассоциируются с опасностью. Правда, это только отчасти. Эти хладнокровные не отличаются повышенной агрессией, однако у страха глаза велики. Чаще всего атаки возникают по вине самого человека. Укусы – это защитная реакция на опасность. Как вести себя с точки зрения опасения, это надо очень осторожно. Если вы наступили, например, на змею, на хвост, на голову, на туловище, на тело змеи, это первая необходимость отступиться, сделать шаг назад в обратную сторону, не идти напролом и не вести себя агрессивно по отношению этого пресмыкающегося. На расстоянии метра от любой змеи это расстояние, которое считается безопасным. Змеи любят быть вблизи водоемов. Повышенная влажность и высокая трава – лучшее место для пресмыкающихся. Жителям следует проявить бдительность, а при встрече не провоцировать змей на агрессию. Если все же не посчастливилось и змея атаковала, не стоит медлить и выучить ряд правил. Обращаться необходимо в первую очередь в ближайшую амбулаторию, сделать соответствующие, оказать первую помощь, изолировать или же оказать первостепенную помощь для гематологу к приемному отделению больницы или в амбулатории сельского поселения. Соответствующим образом медики окажут необходимую помощь для спасения от укуса. Жаркое лето – идеальные погодные условия для змей. Хотя они предпочитают держаться от людей подальше, нередки случаи нападения. Поэтому стоит проявлять бдительность и держаться подальше от высокой травы. Идрис Ижиев, Султан Булгучев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.